В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Решение, вызвавшее общественный резонанс. Специальный репортаж программы об отмене обвинительного приговора по делу Климантовича. Врачи отчитались о работе за год. Конференция в республиканской больнице. Должен быть вне политики. Реакция Абхазии на протест Грузинской Федерации шахмат. Уголовное дело по факту убийства российского предпринимателя и его помощницы направлено на новое судебное разбирательство. Это решение Кассационной коллегии Верховного суда вызвало общественный резонанс в стране. Обо всех нюансах дела в специальном репортаже Нисфы Аршпа. Дело по убийству Климантовича ушло на новое рассмотрение. Такое решение приняла Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Приговор Верховного суда за похищение и убийство российского бизнесмена Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скоредновой, предусматривавшей осужденным различные сроки лишения свободы в колонии строгого режима, отменен. Коллегия Верховного суда в составе председательствующего Тимура Тарба и судей Оксаны Пили и Генри Гамисони, у которых за спиной неполный год деятельности в Верховном суде, направили дело на новое рассмотрение. Меру пресечения подсудимым оставили прежней, заключение под стражей, и продлили срок содержания на 3 месяца. 16 февраля 2017 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия на основании части 2 статьи 338 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия была оглашена вводная и резолютивная часть определения, согласно которому был отменен приговор судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 28 октября 2016 года, а данное уголовное дело было направлено на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию. Полное мотивированное решение суда должно быть изготовлено в течение 10 рабочих дней со дня оглашения данного определения. Позиция государственного обвинителя в суде первой инстанции, кассационной инстанции, была обвинительной и связана с заключением под стражу к длительным тюремным срокам лиц, совершивших данное преступление. На сегодняшний день отсутствует техническая возможность внести в Президиум Верховного суда Республики Абхазия надзорное представление на определение Кассационной коллегии от 16 февраля 2017 года, так как нам неизвестны основания, по которым был отменен приговор. По получению мотивированного решения, согласно главе 46 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, Генеральная прокуратура Республики Абхазия будет внесено надзорное представление в Президиум Верховного суда Республики Абхазия. Эта чудовищная история произошла в 2012 году и повергла без преувеличения всех жителей страны в шок. Генеральный директор компании «Эл Петролиум Абхазия» Сергей Климантович и его помощница Оксана Скореднова пропали в сентябре. Год спустя их тела были обнаружены на дне колодца в селе Адзюбжа с помощью показаний 2 подозреваемых, сотрудничавших со следствием. Буквально на первых этапах следствия стало понятно, что исчезновение Климантовича имело криминальный характер. Но, несмотря на это, Сергея и Оксану все еще искали и надеялись. Позже следствие установит, что зверское убийство было спланировано заранее. Согласно обвинительному заключению, заказчиком преступления являлся депутат парламента Нодик Вициня. По показаниям тех же подозреваемых, сотрудничавших со следствием, именно в его доме были схвачены Климантович со спутницей. По данным технических средств, именно там перестали функционировать мобильные телефоны исчезнувших. После убийства преступники стали заметать следы. Машину сожгли, а тела сбросили в колодец и закинули туда гранату. Затем каждый из них вернулся к прежним делам – дому, семье. 25 томов дела, более 1800 страниц Генеральная прокуратура Абхазии направила в суд. За 1,5 года следствия провели более 30 различных судебных экспертиз, от компьютерно-криминалистических, психофизических до исследования видеоматериалов, допросов фигурантов дела на предмет оказания на них психологического давления во время дачи признательных показаний. Санкции предъявленных обвинений суровы – пожизненное заключение. Абхазская правоохранительная система вообще состоится только лишь в том случае, если будут именно обвинительные приговоры по некоторым знаковым и резонансным делам.
Ни для кого не секрет, это дело о покушении на экс-президента, это осетинское дело, это дело по убийству предпринимателя Климантовича и его подруги Скоредновой. Всегда я обозначал свою позицию, что если мы отстоим позицию органа государственного обвинения, прокуратуры, и состоится обвинительный приговор по этим делам, значит, абхазская правоохранительная система состоялась. Полностью специальный репортаж Нисфы Аршба смотрите сразу после новостей. Для осуществления государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Абхазия, согласно Трудовому кодексу, вступившему в силу с 1 января текущего года, образована Государственная инспекция труда. Это структурное подразделение Министерства труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия. Приказом министра главным государственным инспектором Государственной инспекции труда назначен Олег Габеев. Основные задачи новой структуры – обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда и рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по вопросам трудового законодательства республики. В Сухумской республиканской больнице прошло отчетное собрание по итогам работы за 2016 год. В мероприятии приняли участие вице-президент Абхазии Виталий Габня и министр здравоохранения Анзор Гоов. Главные врачи всех отделений больницы отчитались о проделанной работе и высказали ряд пожеланий. Репортаж Сарии Смар. Анализ статистических данных по итогам работы за последние 3 года представил заместитель главного врача отделения медицинской реабилитации Республиканской больницы Сергей Верзилин. Так, за период с 2014 по 2017 год штатное расписание больницы увеличилось до 186 человек. На 95% укомплектован младший медицинский персонал. На сегодняшний день в больнице работают заслуженные врачи, кандидаты наук. Многие из них активно участвуют в международных конгрессах в России и в других странах. Сергей Верзилин подробно рассказал о том, насколько сегодня укомплектовано медицинское учреждение не только персоналом, но и оборудованием. Имеется положительная динамика в обеспечении населения республики и врачебными кадрами, и доступностью госпитализации в отделения нашей больницы. Несмотря на то, что с каждым годом растет число молодых квалифицированных специалистов в республиканской больнице, все же чувствуется нехватка кадров. Количество госпитализированных только за 2016 год увеличилось на 13%. Это более 8 тысяч больных. С подобным отчетом о проделанной работе выступила и заведующая родильным отделением Белопилия. На сегодняшний день в Сухумском роддоме 5 отделений, где работают высококвалифицированные врачи. Родильный дом оснащен новой современной аппаратурой для более качественной современной помощи беременным и их детям. Также здесь налажена работа кардиографического исследования. Отрадно отметить, что за последние 9 лет не было зафиксировано ни одного случая летального исхода рожениц во время родов. Тем не менее, только за последний год было более 5 случаев детской смертности. В роддоме установлена система централизованной подачи кислорода в необходимые точки отделений. В родильных залах операционных установлена централизованная система отсоса. Но в настоящее время в палате интенсивной терапии новорожденных требуется перенос системы подачи кислорода в другие помещения, так как имеющиеся помещения не соответствуют требованиям. Белопили отметила тот факт, что с каждым годом увеличивается количество беременных женщин, обращающихся за медицинскими услугами в учреждения вне Абхазии. Вице-президент Виталий Габня, принявший участие в заседании, выразил обеспокоенность по поводу сложившейся тенденции. Он отметил, что этот факт связан с отсутствием необходимого медицинского оборудования и специалистов в нашей стране. По итогам работы конференции принято решение о проведении ряда технических и кадровых работ, таких как внедрение в деятельность медучреждения новейших технологий, открытие ряда новых отделений, интенсивное повышение квалификации врачей и медперсонала республиканской больницы и многое другое. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Ветки 3 больших деревьев сломались под тяжестью снега в Сухумском ботаническом саду за время снегопада. Другие виды субтропических растений хорошо переносят абхазские зимы, а теплолюбивые укрывают специальной защитной тканью еще в начале зимы. Расчищать снег с веток помогали волонтеры. Рената Шакая продолжит тему.
В результате снегопада в Сухумском ботаническом саду пострадали деревья. Ущерб нанесен орнаментальным большим растениям, ветки которых сломались под тяжестью снега. Как рассказал директор Института ботаники Эдуард Губаз, каждое большое дерево имеет свою форму, и когда ломается ветка с одной стороны, а растения теряют свою красоту. Каждое дерево имеет свою форму, свой габитус. Вот когда одна ветка, допустим, поломалась, он теряет свою красоту, свою орнаментальность. Ну, конечно, не восстановится, но на это надо определенное время. Мы надеемся, что дальше снег не выпадет, и мы сможем восстановить сад своими силами. В день снегопада спасать деревья в ботанический сад помимо сотрудников пришли волонтеры, неравнодушные жители столицы. Сотрудники все делали, чтобы спасти растения. Хочу выразить большую благодарность студентам 4-го курса, горожанам. Наша молодежь, мы их не вызывали, но они по собственному зову сердца, они пришли, и человек 10. Они как могли, помогли. Целый день, в день снегопада, они были с нами рядом. Снег нанес ущерб и самому зданию Института ботаники. Водосливные трубы под тяжестью снега деформировались. Заново придется потратиться на их восстановление, говорит Губаз. Водосточные трубы высокие, надо будет пригласить специалистов и подогнать подъемный кран. Затраты немаленькие. Под тяжестью снега пострадала беседка из вечно зеленого растения. Сам вьюн не пострадал, но арку придется восстанавливать. Беседка повреждена, его полностью можно восстановить. Там растение не пострадало, это вьющиеся растения. Так что это небольшая проблема. В основном мы боялись за наши теплолюбивые растения, которые мы сохраняем в теплице. Пользуясь случаем, хочу выразить городскому руководству электросети, они всячески помогли. То есть, если свет выключали только на короткий период, и там у нас отапливается теплица, и все теплолюбивые растения в целости и сохранности. Значительный ущерб нанесен бамбуковым насаждениям. Некоторые виды и вовсе упали. Но, как объяснил Эдуард Губаз, они быстро восстановятся, и уже в мае пойдет новый рост. Среди спасенных растений криптомерия японская, элегантная. Ее уклон достигает 45 градусов. Спасти эти деревья удалось лишь потому, что сотрудники института своевременно поставили железные опоры. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Депутаты Сухумского городского собрания намерены помочь ботаническому саду, который после сильных снегопадов нуждается в очистке. Депутаты собрания придут всем составом и со своим инвентарем в ботанический сад 19 февраля в воскресенье в 11 часов утра. Председатель собрания Константин Пилия призвал присоединиться к ним и кандидатов в депутаты Народного собрания вместе со своими штабами. План совместных мероприятий Сухума и Нижнего Новгорода подписан в Москве в рамках презентации экономического и культурного потенциала города Нижний Новгород. Мероприятие состоялось в посольстве Республики Абхазия. На презентации присутствовали представители МИД России, послы зарубежных государств, аккредитованные в Москве, представители деловых кругов Москвы и абхазской диаспоры. Перед собравшимися выступил глава МИД Республики Абхазия Даур Ковы, который отметил важность данного события в развитии сотрудничества Абхазии с регионами России. Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба напомнил гостям, что Сухум и Нижний Новгород – города-побратимы, и выразил надежду на дальнейшее углубление связей с Нижним Новгородом в области экономики, культуры и туризма. С января 2017 года Национальный банк Республики Абхазия выплачивает стипендии студентам экономического факультета АГУ, отличникам учебы, достигшим выдающихся успехов в научных исследованиях в области экономики, обучающимся на втором и последующих курсах очной формы обучения в Абхазском государственном университете. Количество стипендий не ограничено. Стипендиатами являются круглые отличники экономического факультета и, прежде всего, имеющие успехи и выдающиеся достижения в учебе. Размер стипендии составляет 5000 рублей. Стипендия назначается на 1 учебный год. Стипендия выплачивается ежемесячно в кассе Банка Абхазии. В спорте не должно быть политики.
Так, в Государственном комитете Республики Абхазия по физической культуре и спорту прокомментировали заявление Грузинской шахматной федерации об участии абхазских спортсменов в международном турнире Moscow Open. Подробности в репортаже Астанды Оторба. Шахматы в Абхазии развиваются уже многие годы. Наша сборная с успехом участвует в различных соревнованиях за рубежом. А Федерация шахмат Абхазии проводит открытые чемпионаты, в которых стремятся принять участие спортсмены из всех регионов России и ближнего зарубежья. В престижном турнире Moscow Open абхазская сборная участвует не первый раз, но в этом году случилось важное событие. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба был награжден президентом Международной Федерации шахмат Кирсаном Ильюмжиновым грамотой за вклад в развитие шахмат Абхазии. На это негативно отреагировали в Грузинской Федерации шахмат во главе с Геей Георгадзе. Он направил письмо в секретариат ФИДЕ и членам президентского совета организации, в котором назвал действия Ильюмжинова безответственными. В целом спорт политизировали. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с которой нас столкнули, ряд протестов со стороны Грузии, они реально неправомерны. Это ниже ихнего уровня, когда детей политизируют. Хотя для нас неудивительно, мы помним 92-93 год, что для них не было понимания ни дети, ни женщин, ни старики. К сожалению, абхазская сборная не сможет попасть на следующий чемпионат Европы, Кубок мира и Олимпиаду по шахматам. По той причине, что все эти соревнования будут проводиться в Грузии. В любом случае, у нас есть отлично подготовленная сборная. Мы сможем показать себя и на других турнирах, говорит Константин Тужба. Жизнь не останавливается. Мы как продолжали работать, так и будем продолжать работать. Мы все будем делать для того, чтобы прививать нашим детям знания, приобщать их к международному миру, чтобы они выезжали, знакомились и не чувствовали себя в изоляции. Свою точку зрения относительно сложившейся ситуации выразил и проработавший много лет в спортивной сфере Рафаэль Ампар. Любая нация мира имеет право заниматься творчеством. Это и литература, это и поэзия, это и изобразительное искусство. Ну и, безусловно, конечно, спорт. То есть здесь определенных границ в этом мировом пространстве быть просто не может. Это нереально. За свою работу в области спорта я не раз сталкивался с такими вот протестами. Считаю, что это просто, во-первых, это некорректно, а во-вторых, это определенная слабина той страны или же, может быть, той спортивной организации, которая такие протесты, в общем-то, выдает. В МИД Абхазии считают провокационными действия грузинских околоспортивных чиновников. Откровенно говоря, мы не удивлены такой вот реакции представителей Грузии. А Абхазия уже давно сталкивается с целенаправленной попыткой международной изоляции своих граждан, с давлением на представителей культуры, спорта, образования и в целом с такими попытками бойкота любой гуманитарной активности наших граждан за рубежом. Надо понимать, что в современных условиях усилия Грузии по изоляции Абхазии не дадут ожидаемого результата. У нас много друзей, у нас налажены серьезные контакты в России, за рубежом, и такие попытки, они просто обречены на провал. Это уже не первая попытка грузинской стороны помешать абхазским спортсменам участвовать в различных международных турнирах. Радует одно, что эти попытки чаще всего безуспешные. Астанда Оторба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1 +1, днем +6-8 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.